В Киеве почтили память дважды Героя Советского Союза, летчика-испытателя Амитхана Султана. По случаю 96-й годовщины со дня рождения героя в парке Вечной Славы состоялась церемония возложения цветов к памятнику Амитхана Султана. По крымско-татарскому обычаю церемония началась с дуа, молитвы. После слова дали представители Меджлиса. Наш народ в этой войне потерял тоже до 6. Это во время среди тех, которые воевали, это солдаты, офицеры, и 46% населения до 45 года потеряли за счет вот этой депортации преступной, где они погибли по дороге и в местах ссылки. Вот такое страшное, чудовищное преступление было совершено в отношении народа, герой которого прославил свой народ на весь мир. Слава герою! Аллах рахмет илесин. Актер, исполнивший роль Амитхана Султана в фильме «Хайтарма», рассказал, как искали сведения про летчика, чтобы правдиво воссоздать его образ на экране. Мы старались создать образ живого человека, который любит, переживает, боится, дерется, ненавидит, плачет и мечтает. Он при всем при том, что жил и работал в Советском Союзе, да, конкретно в городе Жуковском, в закрытом городе, и был летчиком-испытателем, и испытал более 100 новых видов летательных аппаратов. При всем при этом он не боялся ставить свою подпись первой во всех письмах и обращениях Верховный Совет тогдашнего Советского Союза от активистов национального движения крымских татар по возвращению на свою историческую родину. Почтить память пришли около 50 людей, среди которых политики, общественные, культурные деятели и крымские татары, для которых Амитхан Султан является героем. Каждый год, уже второй год подряд, мы приходим сюда, чтобы отдать долг памяти выдающегося человека, великого сына крымстарского народа, дважды героя Советского Союза, летчика-испытателя аса Амитхан Султана. Не ожидали, что, несмотря что будничный день, людей достаточно много собралось. Нам с детства рассказывали о том, что такой есть летчик, был летчик-испытатель, которому в небе не было равных, которого больше всего боялись враги. Никто его не мог догнать, никто не мог сделать то, что делал Амитхан Султан. После депортации 1944 года советские власти сказали, что крымско-татарский народ – предатели. Но 14 крымских татар получили звание Героя Великой Отечественной войны. Амитхан Султан – дважды герой. Одной из немногих привилегий, которую он получил, было разрешение остаться в Крыму. Правда, ненадолго. Все блага мира были у его ног. Но все эти блага были им зачеркнуты и попраны, когда он говорил: я крымский татарин, я буду со своим народом, и не говорите, чтобы я отказался от него. До сих пор мы не знаем, что на самом деле случилось тогда. Потому что есть, конечно, официальная версия, и есть версия его близких соратников, да. Вот мне буквально несколько лет назад, он был еще жив, Амир Хусейн Чалбаш, тоже наш орденоносец, участник войны, он ни на йоту не сомневался, что это было убийство, спланированное органами, и это было как раз связано с его активностью как человека, который всегда в высоких кабинетах говорил о проблеме крымских татар. Я не могу себе представить, что может чувствовать человек, который прекрасно знает, что он, с одной стороны, вот так вот выделен, да, государством, что, мол, тебе разрешено. Но, с другой стороны, судя по записям, воспоминаниям его друзей, это его чрезвычайно давило эмоционально в том числе. Присутствующие утверждают, что гражданская позиция Амитхана Султана – образец патриотизма и мужества. Лидия Полянская, Эльдар Исматов, Заман, АТР.